Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. И пусть Создатель пошлет вам в 1000, в миллион раз больше, чем вы даете мне, своей помощи, своей доброты, своей поддержки. Дай вам Бог всего самого наилучшего. Мои милые, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Месяц декабрь. Судьбоносные перемены, важные и яркие события месяца. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя и так и спросите, какие судьбоносные перемены меня ждут в декабре, какие важные и яркие события мне по судьбе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть высшие силы дадут нам знать. Так, замечательно, просто прекрасно. Посмотрите, у вас 2 гнезда и 2 чаши. А здесь, смотрите, люди сходятся в пару. Очень хороший, очень добрый песок. Кто зашел именно на эту отсыпочку, мои дорогие, это судьба. Судьба вас привела. Вы должны именно сейчас узнать, что прекрасное будущее идет в вашу жизнь. Декабрь — месяц колоссальных перемен. Сразу хочу предупредить, что первая неделя месяца будет достаточно спокойной и будет казаться, что ничего не происходит, ничего не меняется. Я там, где есть, да, и там, скорее всего, и останусь. Но это иллюзия, это обманка. У вас первая неделя, она идет как подготовительная, когда вы, знаете, как фрукт, да, должен созреть, еще и потом налиться. Вот вы будете наливаться к тому, что вас ждет. Декабрь очень яркий. Очень много событий, очень много хороших и положительных моментов идет в вашу жизнь. Начну я прям снизу, да, буду идти по порядочку. Здесь соединение, объединение людей. Один человек дает руку другому. И здесь мало того, что тут соединение, объединение, здесь еще и кардинальная перемена в отношении к друг другу и в принципе, да, в ваших отношениях. Здесь люди могут сходиться, объединяться, примиряться, восстанавливаться, воссоединяться. У каждого будет своя тема, у каждого будет своя ситуация. Но то, что вы это делаете по любви, по доброй воле, по сердечному зову, это точно. И здесь люди, да, полностью будут меняться, подстраиваться, перенастраиваться для того, чтобы отношения были как можно ярче, добрее, светлее и приносили много радости и много-много удовольствия. Здесь именно желание, огромное желание начать заново, начать с чистого листа. Любить и быть любимым человеком, дарить и получать подарки взамен. Вы знаете, тут даже не про партнерство даже больше идет, а как для, даже можно сказать, самопожертвования, что ли, да? То есть ради любви, ради любимого человека я буду меняться. И этот человек, да, мой там возлюбленный, например, да, либо любимый мной человек, видя мою отдачу, пытается дать мне то же самое, да, отблагодарить меня тем же. Вот как-то так идет. Однозначно воссоединение, соединение. У кого-то отыграется как
возможность быть вместе у тех, у кого ее не было. И вопреки прогнозам, вопреки обстоятельствам, вопреки каким-то барьерам, неприятностям, каким-то узким местам, вы воссоединяетесь. Вы воссоединяетесь, и вы несете чашу любви. Чашу любви, она же как гнездышко идет, гнездышко любви. Кто-то соединится навеки, понимаете? Вот здесь может быть союз заключен не только там официально, да, в каком-то там официальном формате, но и просто клятвы могут быть даны, что вот все, мы вместе, мы будем вместе, мы там поженимся, мы там соединимся, объединимся. Поверьте, это будет не менее значимо и не менее, скажем так, принесет вам радости и позитива в жизнь. Однозначно люди сходятся и объединяются. Если дело шло о каких-то разводах, каких-то разногласиях, каких-то вот болезненных отношениях, однозначно люди осознают, что любимы друг другом, что любят и что не желают терять друг друга из жизни. Да? Очень важно будет примириться, соединиться, обнулиться и заново выстраивать свою любовь, свое гнездышко. Ведь у кого-то в прямом смысле отыграется, что люди соединятся, да? Будем жить вместе, поженимся. У кого-то действительно брак будет, в прямом смысле слова, заключен будет брак, союз. И этот союз, вот поверьте, он будет самым прочным, самым счастливым и самым долговечным. Здесь Боженька вас благословит на этот союз. Гнездо, ваш дом, ваша семья будет поистине какой-то вот как пример для всех, да, пример для подражания. В хорошем смысле этого слова. Все будут на вас смотреть без зависти, но с любовью, понимаете, вот как-то так пойдет. У кого-то обретение дома, в прямом смысле слова, обретете свой дом. Это может быть как и подарок, да, то есть вам кто-то может подарить этот дом, либо вы сами себе сделаете этот подарок, либо наконец-таки сделаете вот такую серьезную покупку, да, серьезное решение по поводу приобретения своего собственного жилья. Все, что вы будете делать в декабре, вам Боженька будет сразу умножать, понимаете, умножать там на 3, на 6, на 100, на миллион. То есть все будет во благо вам идти. Очень хороший, очень добрый песок. Так, мои дорогие, на работе. Здесь кто-то из вас кардинально поменяет свою жизнь вот в плане работы, в плане достижений, в плане своего роста. Однозначно человек пойдет вверх, человек пойдет к своему исполнению, к своей мечте. Вплоть до того, что вот может отыграться, да, что вроде работа у вас неплохая, вроде и при деле вы находитесь, но не чувствуете себя счастливым человеком. И есть у вас мечта, может быть, бизнес какой-то организовать, либо какое-то дело свое придумать, либо свое хобби, увлечение монетизировать, да? Вы перечеркнете все, что вам не нравилось, все, что вас не устраивало, и заново начнете свою карьеру, да, свой трудовой путь. И это будет самое лучшее, что вы сможете сделать за всю свою жизнь. Вот поверьте, если будете открывать бизнес, тут удача, тут успех, тут счастье, все идет в вашу жизнь. Легкий путь, легкий, быстрый путь у вас будет по деньгам и по возможностям. Пойдете учиться, вы будете самый лучший ученик, да, самый прогрессивный человек, да, и эти знания вы потом сможете реализовать так, как даже, не знаю, ваш преподаватель не мог бы реализоваться, либо предположить, что можно так реализовать. Здесь креативность будет, здесь будет какой-то свежий взгляд на ситуацию, на людей, на работу. Вот как-то будете ходить и просто будете светиться, да, вокруг вас будет какое-то свечение, и все будут это замечать. Здесь человек однозначно похорошеет. Видите, человек идет в рассвет. И с этой стороны в рассвет, в улучшение, улучшится здоровье, улучшится настроение, не знаю, цвет кожи станет более естественным, да, и таким румяным. Здесь вы в рассвете сил. Вот прям хочется сказать, человек в рассвете сил, в рассвете всех своих возможностей. Здесь вы получите как будто бы как, компенсацию за весь год. Где вам было плохо, где вам было больно, где вам было неприятно. Вы получаете компенсацию, вы получаете благодарность. Заслужили, заработали. Вот тебе
твой звездный билетик. Пожалуйста, используй, наслаждайся, живи, расцветай. Из негатива. Негатив здесь вышел небольшой, но я вам скажу. Из негатива я вижу какое-то расставание. Расставание с человеком, который, ну скажем так, не совсем был хорош, не совсем был приятен для вас и для вашей жизни. Это может быть какой-то родственник, это может быть какой-то друг, подруга, коллега, начальник, сосед, да, то есть человек, в принципе, вам дорог был, да, потому что вы привыкли к этому человеку, ну, какие-то свои, да, привязки у вас к этому человеку были. Но этот человек ничего полезного для вас не делал, ничего хорошего для вас не делал. Все, что этот человек делал, это, ну, скорее всего, какое-то паразитарство было с его стороны, какая-то вот пиявочность, и человек, кстати, мог вас где-то блокировать, где-то ограничивать и где-то даже, может быть, в каких-то ситуациях подавлять. Вот что было. Вы поймете это, прожив без этого человека где-то там, ну, месяц, два, три. Вот когда вы проживете без этого человека, вы поймете, насколько вам легко дышать, насколько вы стали свободны и насколько качественно поменялась ваша жизнь. Но первый период, когда вы будете расставаться с этим человеком, вы будете чувствовать себя очень грустно. И вам будет хотеться вернуться обратно, либо переиграть эту ситуацию, чтобы не было этого расставания. И самое худшее, что вы сможете сделать, так это уйти в хандру и в тоску. Я вам не рекомендую. Этого человека от вас отводят высшие силы. Вот прям высшие силы, ну, видите, как блок ставят, да, чтобы этот человек уже больше к вам не смог приблизиться и ничего дурного вам бы не сделал. Вот как-то так идет. Так, для тех, кто у меня с детками живет на расстоянии, либо редко вы видитесь со своими детками, либо, может быть, с внуками не видитесь, да, вот какой-то такой момент идет. Здесь очень приятная встреча, очень приятные дни, даже не один, да, вот дни у вас идут, когда вы в составе семьи, с теми, кого любите, с теми, кто любит вас, очень хорошо проводите время. Время, кстати, у вас будет очень насыщенное в плане вот эмоций, будут очень хорошие, теплые, добрые эмоции. У вас будут деньги, у вас будут ресурсы, и у вас будет очень крепкое, прям постучу, крепкое здоровье. Никакие ни бактерии, ни вирусы, ни какие-то другие осложняющие жизнь там, болезни, заболевания вас не тронут. Будут обходить вас 10-й дорогой. Вот так прям будет происходить. Вы почувствуете себя любимым человеком, любимым дитям Вселенной, да, то есть дитя Вселенной, которого и балуют, и любят, и защищают. Вот что вы почувствуете. Конец декабря — это будет самое лучшее для вас время, самое сказочное время. Никакие дурные новости, никакие ограничения, блокировки, там, не знаю, какие-то, может быть, неприятности, да, которые вокруг находятся, ничто не сможет испортить вашего настроения, ничто не сможет испортить вашего позитивного настроя. И Новый год вы будете встречать как будто бы в детстве, как будто бы вы в сказку вернулись. А здесь будут очень прекрасные подарки, очень добрые, очень светлые, а у кого-то будут очень ценные подарки. Наконец-то вам подарят, либо вы встретите Новый год, как вы мечтали, как вы хотели, как вы, может быть, в детстве себе представляли. Я вас, мои милые, очень вот прям сердечно поздравляю. Как хотите. Вы можете верить мне, не верить, но когда придет Новый год, вот поверьте, вспомните каждое мое слово. Это будет самое лучшее время за последние даже, возможно, несколько лет. Как вам будет хорошо, как вы будете себя чувствовать счастливым человеком. Здесь время, когда начнут исполняться ваши желания, ваши мечты. Вы поймаете себя не раз на этой мысли, и каждый новый день будет нести с собой какую-то вот прям какую-то радость, какую-то наполненность, насыщенная жизнь вас ждет в декабре. Мои милые, если у вас есть какие-то хвосты, долги, что-то нужно решать, что-то нужно делать и закрывать, постарайтесь. Как раз вот получается 2-я неделя декабря, да, 2-я неделя, порешайте все в этот период времени. У вас сил будет хоть отбавляй, возможностей будет хоть отбавляй. Постарайтесь вот прям себе вот построить, да, список, график такой сделать, да, когда мне что там делать, куда идти, что нужно порешать. И дороги все открыты, все пути открыты, сердца открыты. Здесь не встретите никакого ни сопротивления, никакого там, может быть, даже, ну как сказать, да, люди могут
ошибки совершать, да, либо какие-то неприятности могут по вине других людей быть. Этого ничего не будет. Вам открыт путь. У вас идет исполнение, у вас тут мечта, у вас тут праздник, у вас тут, ну, все, о чем мечтали, что хотели. Вот прям волшебный песок, как хотите. Здесь еще очень важный момент касается какого-то отъезда, то ли приезда. Но тут чудо случится, понимаете? Чудо, вот по-другому и не скажешь. То, что невозможно, либо то, с чем вы смирились и думаете, что ну нет, невозможно, так не будет, ну вот так случилось, да, исполнится обязательно. Вот на что загадывали, с чем вот смирились, да, и вот что себе думаете, не получится, обязательно получится. И получится так, что вы даже и не представляете, как это может быть здорово. Я даже не знаю, что можно тут добавить. Прекрасное время, загадывайте мечты, загадывайте желания, они будут исполняться. Прекрасный конец года, прекрасное самочувствие, прекрасное состояние ваше и в семье, и с вами. И знаете, вот куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, вы всегда будете видеть добрые глаза, улыбки на лицах и желание вам помочь. Да, вот прям в прямом смысле этого слова. Очень хорошее время. Я вам искренне желаю поскорее добраться до этого месяца, поскорее исполнить все свои мечты и насладиться вот этой радостью, насладиться этим счастьем. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.